Вітаю на Свабодзе Прэміум, з вами Ганна Соус, і у мяне сёння вельмі доўгачаканы суразмоўца. Гэта прадпрымальнік, ментар і інвестар Александр Кнырович, які пасля 4,5 гадоў турмы становіцца адной з найбольш яркіх беларускіх публічных фігураў. Добрый дзень, Александр. Добрый вечер, Анна. Ну і я яшчэ дадам, што вы недавно ўзначалілі напрамак міжнароднага бізнесу, стартапу Хабу і Магуру. Пра гэта мы таксама пагаворым. Ну, а я хацела пачаць размову з таго, што я вось апошнія дні шмат вашых інтэрв'ю і паглядзела, і пачытала. У вас цяпер іх вельмі шмат выходзіць розным незалежным СМІ. Спачатку вы трошкі трымалі паўзу, як толькі вызваліліся, ішлі на кантакты з журналістамі так выбарачна, а цяпер такі бенефіс інтэрв'ю, ну і ввогуле вашай прысутнасці ў сацыяльных сетках. Якая ваша амбіцыя цяпер? Чаму вам гэта важна? Я бы не говорил о том, что для меня это важно. Меня самого удивляет такой бурный интерес независимых СМИ ко мне лично. У меня же нет никаких явно выраженных общественных или политических амбиций. Знаете, я как-то внутренне чувствую себя по Чехову. Да? Очень хочется прожить жизнь, не сожалея за бесцельно прожитые годы. Наверное, это самая главная моя амбиция. Никаких других амбиций у меня нет. Вы так успехаетесь увесь час, гэтак жа успехаліся за кратамі? Я бачу, просто у вас вельмі пазітыўны настрой такі ва ўсіх публічных. Ну, вы знаете, я улыбался на суде, я улыбался на фотографии в колонии. И, конечно, те милиционеры, те контролеры, которые спрашивали, чего ж ты улыбаешься-то? Я им отвечал очень просто. После всего того, что произошло, всего 5 лет лишения свободы, это, конечно, большое счастье. Вот. Но если, конечно, отвечать на этот вопрос серьезно, то я не знаю, но я нахожу удовольствие каждый день в жизни. И в работе, и в каком-то общении, поэтому я не вижу причин не улыбаться. Про больш сумныя рэчы, про ваши годы ў турме і першы час у турме ў следчым изолятары КДБ. Я недавно даведалася пра змест адной крымінальнай справы, яе завялі на аднаго ўдзельніка пратэстаў больш за год таму. І вось гэты чалавек гадоў 5 таму быў у камандзіроўцы на адным з прадпрыемстваў у ЗША. Дзяржаўная фірма яго даслала туды. Ну, вот гэта стала цяпер падставай для таго, што КДБ палічыла, што ён можа быць звязаны, завербаваны, ці як яшчэ там, з амерыканскімі спецслужбамі. Вы былі доўгі час у турме КДБ, на допытах, гаварылі з гэтымі людзьмі, маглі скласці себе ўражанне пра іх. Як вы ацэньваеце інтэлектуальны ўзровень цяперашніх супрацоўнікаў КДБ? Ці сапраўды яны працуюць па такім дагэтуль для іх актуальным сталінскім метадычкам пра шпіёнаў? Ну, я не видел их методичек. И, конечно, та история, которая происходила со мной, она, конечно, происходила в 2017 году. 2020-2021 года очень много изменили. Я думаю, что очень много изменили и в отношении следователей к тому, чем они занимаются. Если же вспомнить 2017 год и мои отношения со следователями, то, конечно, было удивительно. Было очень удивительно видеть, как после такого громкого приказа сажать, мое дело вел человек, для которого налоговая статья, он ее в первый раз расследовал, то есть у него не было никакого опыта в расследовании налоговых статей, а 2 следователя, которые составляли следственную группу, были только вызваны из районных отделов Следственного комитета и, по сути, были стажерами, у которых тоже не было никакого опыта. Да? И поэтому вот при всем внешне серьезной какой-то картинки, внешне серьезной организации, внутри это было очень дилетантский подход к делу. И я думаю, что сегодня, конечно, внутри этой организации, к сожалению, стремление просто исполнить некий приказ превалирует над каким-то профессионализмом. И я думаю, что это общая ситуация, как внутри этой структуры, так и внутри очень многих других структур. Я могу об этом только сожалеть, потому что никакой пользы в этом я не вижу. Мы размаўляем у дзень, калі споўнілася 30 гадоў, калі Савецкі Саюз спыніў існаванне, КДБ працягвае сваё існаванне. Падаецца, у Беларусь адзіная краіна, дзе КДБ захавала сваю назву. Наколькі моцна, як вам падаюцца этой традыцыі савецкія КДБ цяпер у Беларусі, і былі все гэтыя 30 гадоў? Я думаю, что, в принципе, если мы посмотрим назад, то
искренний выбор в 1994 году белорусского народа и состоял именно в том, чтобы сохранить традиции Белорусской Советской Социалистической Республики. Это сделали не какие-то прилетевшие с Марса инопланетяне, это сделал белорусский народ, и белорусский народ за это платит. Ну, И, частка белорусского народу, так скажем. Вы голосовали в ну, 94-м? Я голосовал, конечно, в 1994 году, я голосовал за другого кандидата, но это не повод для гордости, да, потому что подавляющее большинство белорусского народа, и если мы посмотрим на результаты референдума, который происходил, и когда председателем комиссии был Гончар, мы с вами вспомним, что было 80-83% было тех людей, которые выбирали вот этот путь, выбирали возвращение в Советский Союз. Я бы не хотел, чтобы мы друг друга, как-то смотрели на ситуацию, закрыв глаза. И поэтому, естественно, это привело к тому, что и КГБ сохранилось, и улицы наших городов почему-то называются именами Кирова, Свердлова и многих других деятелей, которые, во-первых, никакого отношения не имеют, а во-вторых, как бы исповедуют, в общем-то, человеконенавистническую идеологию. То, что все это осталось внутри Беларуси, оно, естественно, осталось, как осталось КГБ, об этом можно только скорбеть. Другое дело, что проценты изменились, что теперь как бы приверженцев вот этого пути развития стало заметно меньше половины, это очевидно. Про 80% лічбы я все ж не говорила про выбор 94-го году. Гэтай лічбы хутчэй на всіх астатніх выбарах, якія не прызнаваліся ў свеце, агучваліся, але наша тэма размовы зараз зусім не про гэта. Я хотела вас запытацца, вы атрымалі даволі вялікі тэрмін, это частка жыцця, частка тых гадоў, калі трэба жыць нармальна, калі як бы можна моцна сябе рэалізаваць. Як вы цяпер ацэньваеце, як вы лічыце, чаму вас пасадзілі? Таму што вы былі публічнай асобай, таму што вашы ацэнкі, вашы заявы не падабаліся, ці таму што ваш бізнес хацелі забраць, нехта хацеў забраць, ці таму што вас хацелі пакараць за нешта, ці просто таму, што была чарга на тых, каго трэба пасадзіць і у каго трэба забраць бізнес. Анна, по этому поводу, конечно, есть некоторое количество версий, и, конечно, очень легко скатиться к каким-то очень простым объяснениям. Я придерживаюсь точки зрения, что, конечно, это была просто очередная компанейщина, очередная такая история, которая происходила в разных секторах экономики. Дошло дело до нашего сектора экономики, и мы просто были первыми вот на этой раздаче в этом секторе. А когда в это вмешался такой общественный резонанс, тогда уже это дело стало вот таким громким, околополитическим, если очень хочется применить это слово в данном случае. Но я думаю, что первопричина была просто то, что пришла наша очередь. Вы сидели у калёні Відзьба. Я слухала ваше інтэрв'ю, дзе вы рассказывали про гэтую калёнію. Вы не описываете яе як вельмі страшнае месца, так? І калі такую турэмную градацыю взять, то Відзьба сапраўды не лічыцца самай жорсткай беларускай пенітэнцыярнай сістэмай. Туды і былых міліцыянтаў адпраўляюць, і былых начальнікаў адпраўляюць. Там сядзеў Александр Казулін у свой час. Так? Калі параўноўваць Відзьбу з воўчымі норамі ці крытымі турмамі ў горадні і Магілёве, дзе там у свой час Статкевіч сядзеў, то это такая крыху лепшая умова, але это все роўна турма. І у свой час мне рассказывалі про Андрэя Клімова, калі была першая яго адсідка, і ён трапіў у менскую турму, цяпер яе ўжо няма на месца супермаркет Карона. Узнікала канфліктная сітуацыя, і тады Клімаў ішоў біцца, і вязні адчувалі, што ён гатовы біцца да смерці. Адчувалі гэта, і потым яго проста не чапалі. Я уяўляю Андрэя Клімава якраз, як ён мог біцца ў гэтай сітуацыі, як ён рэагаваў. Не зусім уяўляю, як паводзілі ў турме вы ў канфліктных сітуацыях. Раскажыце, ці даводзілася вам такім ці іншым чынам акрэсліваць межы, паказваць свой характар, заваёваць сваё месца ў турме, бяспечнае адносна месца ў турме? Знаете, я, конечно, не сталкивался с такими ситуациями, которые вы описываете относительно Андрея Климова. И действительно, его первая отсидка была очень давно. Я полагаю, что тогда во всех тюрьмах, во всех колониях была немножко другая атмосфера. И потому что мне рассказывают о том, что те изменения, в общем-то, та гуманизация, по-другому ее не назовешь, они происходили лет 15 назад. Да, соответственно, первая отсидка Андрея Климова, она датируется еще, по-моему, концом 90-х годов.
Вот. Поэтому, конечно, он мог попадать в такие ситуации, в которые я и не попадал. Однако какие-то пару ситуаций вот просто агрессивного поведения по отношению ко мне были, но это было лишь какие-то такие словесная агрессия, на которой пришлось просто остановиться, обратить внимание и тоже в меру жестко поговорить, но не более чем. Да, этого хватило для того, чтобы понять, ну, кто здесь кому и кем приходится. И этого было достаточно. И я еще раз повторю, опять же, может быть, это непопулярное мнение, да, сегодня, что сегодняшние условия в конкретной колонии Витьба – это не санаторий, конечно же. Конечно, это колония, конечно, это место лишения свободы и со всеми связанными с этим какими-то характеристиками качественными. Но, тем не менее, это не рудники и не те тюрьмы, которые были 20-25 лет назад. Сегодня это по-другому. В том числе это связано с тем, о чем говорите вы. Потому что процентов 25-30 людей, которых посадили, это интеллигентные, умные, образованные люди, которым, конечно, не место в колонии, в тюрьме, но они во многом тоже сегодня уже определяют тот уровень общения, который есть в колонии. А калі меркаваць па тых людзях, з якімі вы былі ў следчым ізалятары, у калоніі, якая частка, вот, ну, на ваш погляд, могла б не знаходзіцца ў турме? Па якія абвінавачванні, якія былі невінаваты, ці якія абвінавачванні не патрабавалі знаходжання за кратамі? Анна, поскольку у меня не было другого выбора, я хорошо разбирался в своем уголовном деле и прочитал очень много юридической литературы, то, конечно, ко мне обращались люди за какими-то советами по поводу своих уголовных дел. Не публично, конечно, обращались тихонечко. Я смотрел в уголовные дела, и я могу утверждать, что нет ни одного чистого уголовного дела. Очень часто либо нет самого факта преступления, либо нет доказательств преступления, либо процессуально дело проведено так, что оно не может быть принято судом к рассмотрению. К сожалению, само качество работы вот сегодня следственных органов настолько низкое, что говорить о том, что вот у нас в принципе есть какая-то масса людей, которые сидят законно, очень трудно. Если же все-таки абстрагироваться от вот этой юридической составляющей и говорить о том, ведь если мы вспомним про наш уголовный кодекс, то там прямо в одной из первых статей написано, что лишение свободы применяется в исключительных случаях, когда никакие другие меры воздействия на подсудимого не могут привести к его исправлению. И если мы вернемся к уголовному кодексу, если мы будем исполнять эту статью, то 80% людей, которые сегодня находятся в колонии, там не должны находиться. Потому что смысла в этом нет, никакого исправления не происходит, просто тратятся государственные деньги, просто страдают сами люди, страдают близкие, и ничего другого не происходит. 80%. Это мы говорим про перыяд, это якраз адносна спакойнай, калі не было гучных палітычных справаў, калі увага да вот, ну, тогда палітычна матываваных зняволенняў, фактычна іх было вельмі мала, працягвалі на анархістаў ціснуць, але вот такія гучныя справы, як пасля выбараў 2010 году, все людзі, які былі асуджаныя, яны ўжо выйшлі. Як вы мяркуеце, чаму уладам вот патрэбна гэта, каб столькі людзей, якія могуць не знаходзіцца за кратамі, там знаходзіліся? Якая ў гэтым выгода псіхалагічная, эканамічная? Ну, вы знаете, как бы, когда говорят про мотивацию, всегда есть такая фраза избитая, да, про кнут и пряник. Вот у нас кнут настолько велик и настолько занял очень большое место вот в общественном сознании, что мы пытаемся путем принуждения, путем страха, мы, это, конечно, сегодняшняя администрация Республики Беларусь, путем вот этого принуждения и страха заставить работать все. Да, то есть максимальное закручивание гаек, максимальное вот это усилие. Почему это так? Ну, об этом должны судить не мы, а некие психологи, которые должны рассуждать на тему, почему было принято вот такое решение, что путем страха можно добиться прогресса в обществе. Я не поддерживаю эту мысль, конечно же, и, по-моему, именно от этого у нас очень много проблем. Именно поэтому мы находимся в болоте и никуда не двигаемся. Но ваш бізнес разбураны, кому-небудзь было выгодна, ці хто-небудзь атрымаў грошы.
праз тое, што вы трапілі за краты і пазбавіліся бізнесу, які вы, ваша сям'я стваралі шмат гадоў? Я думаю, что кто-то получил звездочки, и кто-то получил дополнительное финансирование своего отдела. А бюджет? Бюджет потерял, естественно, потерял. Мы ежегодно уплачивали сумму в налогах, измеряемых в миллионах, там было чуть больше миллиона прямых налогов ежегодно, и, соответственно, этих денег теперь нет в бюджете. Да, у нас было конкретно на этом предприятии, не говоря про другие, на момент моего ареста 140 рабочих мест в городе Смолевич. Теперь этих рабочих мест нету. Поэтому это прямые потери бюджета, это прямые потери рабочих мест, это страдания людей. И все это минусы, 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 только для того, чтобы доказать, что Кнарович вор. Ну, как по этому поводу, если вы вспомните то, с чего все начиналось, начиналось это все с утверждения, что благодаря моей деятельности подорожало ЖКХ. Меня посадили, и ЖКХ снова подорожал. Я яшчэ одну гісторыю хочу распавесці, попросіць вас пракаментаваць і адштурхнуцца ад яе. Адна знаёмая доктар, яна ўдзельнічала ў пратэстах, была на сутках, страціла працу, была вымушана эміграваць. Это такая тыповая гісторыя для Беларусі цяпер. Вот вясной я з ёй размаўляла, яна сказала, што вот яна мяркуе, што на працягу 10 гадоў у Беларусі будзе толькі горш, а дактары і все іншыя спецыялісты будуць вымушаны працаваць, умоўна кажучы, за пайку, за ежу, як рабы. Ваш прогноз дасягнення дна, ваш прогноз на будучыню Беларусі, на развіццё падзею, ваше бачанне сітуацыі, ну, падаецца, таксама песімістычны, нават можа больш песімістычны, чым у гэтай доктаркі. Патлумачце ваше бачанне, чаму вы так думаете? Ну, вы знаете, то, что вы называете моим пессимистичным прогнозом, это всего лишь вероятности. Я говорю про некие вероятности развития событий. Означает ли это, что точно так будет? Нет, конечно, не означает. Конечно, может прилететь стая черных лебедей, то, что сейчас называется, да, и изменить развитие. И с другой стороны, мы сами можем очень многое сделать для того, чтобы эти прогнозы сбылись как можно раньше или вообще все было в каком-то другом сценарии. Это лишь прогнозы и мое представление о будущем. Что же касается слов докторки, то, конечно, если мы посмотрим на тот процент, который тратит Беларусь на питание, ну просто на еду, да, там больше 40% сегодня, это очень много, это совершенно неадекватная цифра для стран, хотя бы даже Восточной Европы, не говоря уже про другие страны мира. И это показатель, конечно, низкого качества работы экономики. В сегодняшней ситуации, с сегодняшней системой управления, что у нас, что в России, предсказывать перспективы роста экономики, предсказывать перспективы существенного изменения ситуации, конечно, не приходится, потому что те методы, которые применяются сегодня, они ведут лишь к сохранению, может быть, сегодняшнего уровня, и плюс-минус 1%. Это никак не скажется на кошельке, поэтому, конечно, и доктора, и наши учителя, и другие работники будут получать то, что они... то, что они получают сегодня. Другое дело, что я бы не предсказывал резкого падения экономики. И хотел бы сказать еще одну вещь, что я не приемлю пропаганду ни с каким знаком, ни с плюсом, ни с минусом. Никогда белорусское телевидение споет сладкие песни о том, как у нас все замечательно, никогда оппозиционные каналы рассказывают о том, что завтра экономика уйдет в пике, и вот осталось как бы подождать месяц-другой, чтобы увидеть толпы людей на улицах голодных. Ни того, ни другого не происходит, и в ближайшей перспективе этого не видно. Мне не нравится, когда люди обманывают зрителей с любой мотивацией. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу, извините, что я так долго на него отвечаю. Конечно, та ситуация, которая сегодня есть в экономике, и тот уровень зарплат, тот уровень доходов, он очень надолго, к сожалению. Это могло бы измениться в случае, если бы мы занялись реформами. А реформами мы займемся тогда, когда мы изменим психологию, когда мы изменим философию самого подхода к управлению государством. Пока этого, к сожалению, не видно. Гэтым летом 2020 года люди выходили не тому, что была дрэнная эканамічная ситуация, хотя она не была самая лепшая. Люди выходили зусім з іншых прычынаў. Бачыце вы магчымасць паўтарэння падобнага в нейкай іншай форме? Я согласен с вами, что люди выходили именно по другим причинам. Что не выходили самые бедные слои,
выходили те люди, которые вполне имели достаточный доход по белорусским меркам. Конечно, это говорит много о белорусах, о том, что сами по себе ценности независимости, свободы и другие ценности нормального европейского общества 21 века совершенно не чужды подавляющему большинству белорусов. Я уважаю их подвиг, и внутренне, конечно, я за то, чтобы Беларусь развивалась в эту сторону. Однако вижу ли я возможность такого развития событий в ближайшем будущем? Конечно же, не вижу. Потому что в 2020 году представить, что люди будут получать тюремные сроки за комментарии в социальных сетях, было невозможно. Уровень страха был другой, и я себе не могу представить, какая должна быть последовательность событий, чтобы вот эти массовые уличные явления 2020 года повторились. Я сегодня себе этого не представляю. Но, опять же, это всего лишь мой взгляд, может быть, я не прав, я не вижу себя как большим политическим аналитиком, я просто вот смотрю на обстоятельства, которые сегодня реально происходят. Чаго боится ўлада, якая працягвае закручваць гайкі і становіцца все больш жорсткай, ну, як бы адрызаючы все магчымыя шляхі выхаду людзей на вуліцу, нават не толькі выхаду на вуліцу, а просто элементарнай дробнай актыўнасці ў сацыяльных сетках. Я полагаю, что власть пытается вернуть контроль над ситуацией. Я полагаю, что им нужна еще одна электоральная кампания, на которой они показали бы, что они контролируют ситуацию, что они снова вернули рычаги управления страной. И я думаю, что они понимают, что сегодня подавляющее большинство белорусов живут с фигой в кармане. Просто с фигой, которую они ждут, каким образом они смогут ее показать. Поэтому происходит то, что происходит. И я думаю, что надо подождать следующей электоральной кампании, чтобы посмотреть, как конкретно все это будет реализовано. За апошнія 2 гады беларусы стварылі вельмі шмат розных ініцыятываў у розных сферах. Я умоўна іх бы назвала без дзяржавы. Зрабілі сервіс медычных онлайн-кансультацый, я ім карыстаюся, напрыклад, так. Аналагічны сервіс юрыдычных кансультацый толькі што запрацаваў зусім недавно. І там гэта, ну, спосаб атрымаць кансультацыю і спосаб падтрымаць звольненых медыкаў, звольненых юрыстаў. З'яўляюцца спектаклі, канцэрты, выставы, і ім не патрэбнае міністэрства культуры. Фонд спартовай салідарнасці дапамагае спартоўцам навучанні ў спартовым менеджменце, працаўладкаванні. Ну, не кажу ўжо пра велізарную дапамогу самых розных людзей у сплаце штрафаў праз розныя фонды. Як вам падаецца, у якіх сферах магчыма, а ў якіх немагчыма ствараць вось такую паралельную Беларусі, дапамагаць адзін аднаго, не карыстаючыся структурамі дзяржавы? Я уверен в том, что в этом есть огромная возможность. То, что мы живем в 21 веке, вверх информационных технологий, когда мы с вами можем, находясь на абсолютно разных точках планеты, вот так разговаривать вживую, дает очень большую возможность белорусам для объединения и для формирования такой виртуальной Беларуси, эмоциональной связи между нами и реализации принципа Беларусь без всякого участия государства, со всеми знаками, которые за этим стоят. Вы знаете, человек живет все-таки эмоциональную жизнь. И если мы с вами вспомним простые примеры. Вот происходит в Лондоне матч футбольный, Ливерпуль-Тоттенхэм, да, или Тоттенхэм-Ливерпуль. И мы живем внутренне, включившись в этот матч, независимо от той точки, где мы находимся. Я полагаю, что поле для вот этого взаимодействия сегодня, оно очень большое. И я полагаю, что за пределами этого, остается, конечно, просто физическая жизнь, да, то есть человек должен где-то спать, как бы в какой-то кухне, там, чистить картошку и кушать, но само по себе вот эта вот эмоциональная общественная жизнь вполне может целиком уйти в вот это вот в виртуальное пространство и создавать ценность нашего общения между собой. Я, по крайней мере, в это верю. Ставить какие-то пропорции, сколько пропорций занимает вот это, то, что я назвал физической жизнью, а сколько занимает вот эмоциональная жизнь, я не берусь, наверное, каждый может оценить для себя, но я точно вижу в этом очень большую перспективу. Мы можем через это реализовать принцип, что мы вместе. Мы белорусы, и мы вместе. Я некалі брала інтэрв'ю Михаіла Жамчужнага, магчыма, вы ведаеце, это праваабаронца, які
калісьці займаўся абаронай правоў зняволеных у турме, потым сам трапіў у турму, вельмі жорсткіх умовах даволі доўга знаходзіўся ў турме. І я звярнула ўвагу, што выйшаўшы на свабоду, мы гаварылі літаральна праз тыдзень, у яго змянілася мова. Ён стаў гаварыць мовай турэмных бюракратаў, так? Бо ён там пісаў скаргі, і ну, эта турма наклала такі адбітак. Яна турма накладвае адбітак, ну, вы расказвалі, напрыклад, там, што что вы шапку одеваете, ці штосьці яшчэ, вот што ад турмы у вас засталося, да, так? Да. Так, ну, як творчы чалавек, наўрад ці, канешне, на ваш лексікон турма паўплывала, але вы добра працуеце са словам, умееце гаварыць, умееце фармуляваць, вас цікава слухаць. Ці вы пісалі ў турме мемуары, ці нешта, што вас хвалявала, ці, можа, нейкую літаратуру? І так, больш шырокае пытанне, наколькі узбагаціцца беларуская турэмная літаратура пасля падзеяў гэтага году? Бо цяпер шмат творчых, таленавітых, адукаваных людзей у турме, якія могуць рэалізаваць сябе такім чынам. Ну, вялікі дзякуй за гэтае пытанне. И спасибо за комплимент относительно моего владения словом. Я действительно творчески сам реализовывался в тюрьме, и я вот сейчас думаю о том, что, наверное, самое интересное из того, что мы занимались, это были театральные постановки. И из 4 постановок я полагаю, что одна пьеса действительно стоит того, чтобы на нее посмотреть именно с точки зрения некого художественной ценности. По крайней мере, я думаю, что в ней есть большая ценность. Поэтому, наверное, как бы вот в таком произведении, как пьеса, и отражен мой взгляд внутренний на то, что происходит в тюрьме. Вот. А обогатиться ли... Чакайце, да. Якая пьеса? Вы яе писали, ці вы постановку рабілі вядомага твору? Дело в том, что в тюрьме существовал театр. И мы действительно сделали 4 постановки, в одной из которых я принимал участие просто как актер. Ко мне пришел режиссер и сказал: у меня есть для тебя прекрасная роль. Когда я пришел на репетицию, оказалось, что это роль взяточника. Вот. А 3 оставшихся мы делали вместе с моим коллегой, со-режиссером, со-сценаристом. Иногда его была ведущая роль, иногда моя, но мы писали вместе и ставили вместе 3 пьесы. И вот одна из них, я полагаю, что действительно обладает художественной ценностью большой. Ну, в моих глазах, может быть, я, конечно, не прав. Вот поэтому творчески реализовывался я через это. Если же говорить все-таки про вторую часть вашего вопроса, насколько будет обогащена тюремная литература после событий 2020 года, я полагаю, что она будет обогащена, что она будет наполнена даже не так, как тюремная литература. Я полагаю, что у большого количества творческих людей, которые оказались там, будет просто очень много времени для осознания себя, для рефлексии, для написания большого количества текстов. И точно это, наверное, можно будет издавать отдельным сборником. Будет ли это посвящено непосредственно тюремной тематике или к чему-то более общему, я надеюсь, что это не будет сконцентрировано вокруг тюрьмы. Варлам Шаламаў, які сядзеў на Калыме шмат гадоў, не параўнаць, канешне, з беларускай турмой, казаў пра тое, што у турэмным досведзе няма нічога станоўчага і што няма нічога, што паляпшае чалавека, а толькі робіць яго горш. Нельга параўноўваць адсеткі Шаламавай і сучасныя беларускія. Якая ваша пазіцыя што да таго, ці можа турма чымсьці ўзбагаціць? Ёсць нешта з станоўчым досведзе, які вы атрымалі, прайшоўшы гэтыя выпрабаванні? Я согласен был бы с Варламом Шаламовым в том, что вот какие-то вещи, которые связаны с непосредственной ежедневной жизнью, конечно, там нет никаких дополнительных каких-то навыков, которые очень ценны были бы в реальных условиях реальной жизни. Я тут в этом я с ним согласен. Однако каждый человек выбирает сам и живет свою жизнь сам, в том числе и там. И, соответственно, какие цели ты сам себе поставишь, с тем ты оттуда и выйдешь. И я видел очень многих людей, которые ставили себе цели в обучении, ставили себе цели в литературе, ставили цели в конечном счете даже в физическом развитии, осваивали навыки и выйдут оттуда обогащенными. Поэтому мне кажется, что это личный выбор каждого человека, как, собственно, и личный выбор, как ему жить, находясь на свободе. Вы стали больше злым, больше жестким, ці наоборот, больше добрым, больше мягким? Я думаю, что это тот вопрос, который надо было бы задать моим окружающим меня людям.
каким я стал. Мне очень трудно про себя что-то говорить, конечно, да, самого себя оценивать. Очень трудно. Но это их отсетка была, можно так сказать, Да, близких да, ваших. да. Вы знаете, да, конечно, ты находишься там, а сидят они. И это самое грустное и самое плохое, что есть во всей этой ситуации. Вам 48 гадоў. Я бачу па вас цяпер, што вы спрабуеце ці атрымліваеце асалоду ад кожнай хвіліны, якую вы жывеце. Ну так мне падаецца, прынамсі. Як вам падаецца, на колькі працэнтаў вот вы на гэты перыяд рэалізавалі свой патэнцыял? І што ставіце за галоўную мэту цяпер? Я думаю, что процентов на 48. Мне так кажется. Да, что же является главной целью? Ну, конечно, у нас есть бизнес-цели, которые связаны с моей работой в Амагуру, их достаточно много, и, конечно, мне очень хотелось бы снова реализоваться как предприниматель, как менеджер, и от этого очень многое зависит, в том числе и в моей жизни, а также в жизни тех людей, для которых мы работаем, потому что Амагуру – это стартап-хаб, который работает для айтишников и служит целям обучения, развития, вовлечения наших стартапов в мировую какую-то инфраструктуру. То есть в этой части достаточно много целей. Но с точки зрения какой-то общественной жизни, я, конечно, вы знаете, для меня есть очень большой вызов и очень большая ценность в том, чтобы все-таки белорусы в своем стремлении к свободе опирались не на простое, человечески понятное «уходи», потому что «уходи» – это какая-то это негативный позыв, это отрицательный позыв. Я бы очень хотел, чтобы в этом был позитив. Я бы очень хотел, чтобы мы знали, какую Беларусь мы хотим построить в деталях. Да? Я очень хотел бы, чтобы наша собственная идентичность белорусская не была такой размытой, какая она сейчас есть. Я бы очень хотел, чтобы в белорусах появилась такая осознанная и понятная всем людям национальная идея, и тогда, независимо от моих пессимистических прогнозов или каких-то других более оптимистичных прогнозов, в этом движении будет гораздо больше смысла, и мы сможем гораздо больше двигаться по времени. То есть никакие там 70 лет или 170 лет не остановят нас в нашем стремлении. Тогда у нас появится вера гораздо более обоснованная, чем просто вот это вот эмоционально негативный посыл «уходи». Поэтому я бы хотел как-то содействовать этому процессу. Если бы там лет через 10 я сказал, что у меня что-то получилось, я, наверное, был бы счастлив. Як бы вы коротко сфармулявалі, чым замяніць гэта «уходи»? Коротко, мы хотим видеть наш дом вот таким, таким и таким. Надо наполнить каким. Потому что мы сами белорусы. Вот такие, вот такие и вот такие. И это тоже надо наполнить. Какие мы и куда мы идем. У меня есть мои внутренние ответы. Но мне пока рано о них говорить. Апошнія 1,5 года, я не ведаю, колькі людзей, пісьменнікаў, аналітыкаў, філёзафаў казалі, што вось нарэшце беларусы адчулі сябе нацыяй. Да? Да. Вы гаворыце, што нацыянальнай ідэі тым не менш няма. Да. В этом нет ничего противоречивого. Вы знаете, просто тот котел, который как бы долго грелся, он вскипел, и энергия вырвалась наружу. И она была, конечно, прекрасна, безусловно. Океан счастливых лиц, океан улыбающихся, творческих, наполненных людей. Это невыразимо, насколько это важно. Но сейчас, мне кажется, что сейчас пришло время для рефлексии, для осознания, описания и создания чего-то более обоснованного, чем вот этот прекрасный, бесконечный эмоциональный посыл. Я смотрю на вещи так. Но опять же, я не философ, не гуру, и не буду утверждать, что это единственный возможный взгляд на вещи. Адзін з складнікаў, напэўна, важны, асэнсаванне сябе нацыі, народам, сімволіка, мова. Напэўна, калі вы
глядзелі ўжо так потым рэтраспекцыі, як праходзіла выбарчая кампанія, то бачылі, што на перадвыбарчай кампаніі, дзе ўдзельнічалі Ціхановская, Калеснікава, Цапкала, спачатку зусім было мала сімволікі, потым была, напрыклад, бело-чырвона-белыя сцягі, чырвона-зялёныя сцягі, і добра спалучаліся яны. Потым былі заклікі, і 9 жніўня людзі выходзілі на выбарчыя ўчасткі чакаць вынікаў выбараў у белай вопратцы з белымі браслетамі. А ўжо праз тыдзень раптам з'явілася вось гэтае мора бел-чырвона-белых сцягоў. Якое ваше стаўленне да сімволікі было і ёсць, і будзе? Ну, Анна, очень сложный вопрос на самом деле. И до событий 2020 года я, конечно, относился к символике очень легко. Очень легко, понимая, насколько мы не твердо стоим на ногах и в случае красно-зеленой символики, и в случае бел-червоно-белой символики, что это все очень как бы слабое основание в моих глазах. Однако после событий 2020 года, после смертей, я не могу относиться к этой символике никак иначе, кроме как с огромным уважением и с пониманием, что теперь это наша символика. Потому что так много людей за нее пострадали, но не за нее, а за идеи, но они уже связаны с этой символикой. Так много людей попали в тюрьмы, пострадали физически и умерли, что я отношусь сейчас к этому очень серьезно. И именно 2020 год создал, я полагаю, что такое отношение не только у меня внутри. Поэтому вот так. Теперь я считаю, что это бесконечно и однозначно святое. Но это сформировано событиями 2020 года. Часам яшчэ гавораць, давно ўжо так гавораць, што неважна, на якой мове гаворыце вы, гаварылі вашы бацькі, важна, на якой будуць гаварыць вашы дзеці, внукі. А ваше стаўленне да беларускай мовы? Ці гаворыце? Я стесняюсь размовлять на белорусской мове, потому что я, как ребенок Советского Союза, конечно, не владею в достаточной мере белорусской мовой. Я вспоминаю свою школу, и, конечно, в белорусской школе отношение к белорусскому же языку, оно было ужасным. То есть количество уроков было в 3 раза меньше, чем количество уроков русского языка. Такая же история с литературой. Конечно, я ребенок Советского Союза, мне гораздо легче говорить по-русски. Однако ситуация меняется, конечно. И сейчас я окружен таким количеством белорусскомовных приятных мне людей, что постепенно я вовлекаюсь в это и начинаю отвечать уже на сообщения на белорусской мове, начинаю вступать в разговор и сам себя ловлю на том, что я вдруг говорю по-белорусски. И, наверное, ну так такой... сказать, бело-красно-белый флаг тяжеловато, так, бело-червоно-белый лепшить, правда? Ну, я кажу, что это якби бело-красно-белый, но и нават не говорить так, да? Бело-червоно-белый. Так. Бело-червоно-белый и ніяк інакше. Вот. Но, знаете, я в колонии, кроме того, что участвовал в театральных постановках, еще и выступал со сцены с песнями. Да? И одна из песен, которую я пел уже в самый последний свой период, когда уже было близко освобождение, это как раз-таки была молитва на стихи Янки Купалы, да? Где я буду молиться и сердцем, и думами, распетую буду молиться душой, обширные доли с метелицей шумами уже больше не шалели над родной землей. А поэтому... коли вы апошні раз плакали, памятаете? Наверное, когда я уезжал из страны и думал, зачем я это делаю, на мне нет никакого уголовного дела, за мной никто не гонится, ко мне не приходят больше с обысками. Наверное, это был тот день, когда я уезжал. Как вы думаете, коли вы будете плакать от счастья? Я не знаю ответ на этот вопрос. Я думаю, что это будет неожиданно. Я очень надеюсь, что это будет неожиданно и скоро. Дякую вялікі за размову. Гэта быў прадпрымальнік, ментар, інвестар Александр Кнырович. Всяго вам найлепшых.